Єдність дорожча за штрафи. Кримські татари, оштрафовані окупантами, продовжують сплачувати штрафи монетами. Напередодні оштрафовані активісти з Нижньогірського району у відрах, банках та пакетах принесли монети до російських банків. За словами активістів, гроші на оплату штрафів збирали по всьому Криму в рамках кримського марафону. Серед оштрафованих багато і громадських журналістів. 4 сентября возле здания ФСБ меня забрали за нарушение порядка по статье 20.6.1, часть 1. И в дальнейшем присудили штраф в виде 5000 рублей. Вот сегодня, 11 января 2022 года, мы собрались, и я в частности, чтобы уплатить штраф, незаконно наложенный на меня административный штраф. И оплатили мы его средствами, которые собрали крымский марафон. То есть все мусульмане Крыма неравнодушны. То есть, собрав буквально по 10 копеек, помогли мне и моим коллегам, моим друзьям всем оплатить штрафы. Был задержан, да, на своей, скажем так, выполняя свою работу, да, у меня на руках присутствовали, да, тех задания со стороны редакции, да. То есть, несмотря на все это, да, я был задержан сотрудниками ОМОН и доставлен в суд, да. Суд в дальнейшем мне призначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Несмотря на все доказательства, да, которые защита, да, моя предоставила, да, то, что я был на задании, да, на работе, то есть они, несмотря на все это, как бы все равно присудили мне 10 тысяч рублей штраф. Нас никого не пустили, ни журналистов, ни обычных людей, ни родственников, да, на это заседание не впустили. В итоге в 11:20, да, я как сейчас это помню, то есть ОМОН как сорвался с цепи, начали нас задерживать. В итоге присудили нам штрафы, да, лично мне был присужден штраф 10 тысяч рублей. То есть Ағылшын Джемаат средствами крымского марафона, усилиями всего крымско-татарского народа эти штрафы были оплачены. Чох Сағылшын Джемаат. Ну, конечно же, мы с этими штрафами, административными штрафами и административными арестами мы никогда не согласны. 29 октября, находясь в городе Симферополе, хотел попасть на открытое судебное заседание, в чем мне было отказано. Соответственно, на улице меня задержали сотрудники полиции и сказали, что якобы я нарушил какое-то общественное... и на меня наложили административный штраф. Я бы хотел поблагодарить наш народ, сау болсын, что они сегодня приняли участие в крымском марафоне, где собирались средства на оплату штрафов. Окупанти декого затримали на початку вересня у Сімферополі біля будівлі ФСБ, коли викрали Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Люди лише прийшли дізнатись про їхню долю. Інших затримали біля окупаційних судів, де розглядалися надумані справи проти кримських татар. Слухачів до зали не пустили, а затриманих покарали за порушення карантинних обмежень. За останні 4 місяці 2021 року окупантами було затримано близько 200 кримських татар. Окупаційні суди призначали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Таку практику окупанти почали на початку вересня. Уже наприкінці року багатьом затриманим почали призначати адмінарешти до 15 діб.